Добрый день, новости на вашем канале НТС. В студии Джангулмырза Дуйшинбекова. Коррупционные схемы вокруг Кумтора должны стать достоянием общественности. В этом уверены эксперты. Следствие должно, наконец, назвать фамилии людей, незаконно обогатившихся на соглашениях с канадцами. Напомню, вчера глава государства поручил Генеральной прокуратуре повторно изучить соглашения от 2003, 2004 и 2009 годов по главному месторождению страны. Если следствие будет действительно объективным, полетят многие влиятельные головы, говорят аналитики. Поэтому расследование наверняка будет нелегким. Ранее даже ГКНБ заявляла, что влиятельные фигуранты мешают расследованию. Игорь Потанин выслушал мнение экспертов на тему того, кто может оказаться в поле зрения следователей. Кто брал, с кем делился и, самое главное, кто все это организовал. Ответы на вопросы по коррупционным схемам вокруг рудника Кумтор теперь придется расследовать Генеральной прокуратуре. Соответствующее поручение накануне дал президент. Эксперты говорят, решение главы государства – это реакция на заявление бывшего главы Кумтора Леонарда Хоменюка. Себя экс-президент золотодобывающей компании таким образом спас от уголовного наказания. Но и по остальным фигурантам теперь предстоит большая работа. По словам экспертов, одного только заявления мало для привлечения к ответственности. А вот теперь, насколько у него есть доказательства того, что он сказал, это уже следствие должно установить документально. И эти факты и доказательства должны быть предъявлены обществу, следствию и суду. Я сомневаюсь, что у Лена Хоменюка есть расписки Дастана Сарыгулова, других членов правительства. В списке людей, которым теперь, скорее всего, придется ответить на вопросы следователей, громких фамилий хоть отбавляй. Это и советники бывших президентов, и бывшие депутаты, и бывшие министры, и даже несколько глав правительств. Допросить надо бы двух бывших президентов. Но тут уже не все так просто. Поэтому в первую очередь спросить придется с членов экспертных групп и бывших членов правительства. Сегодня в полной мере должны понести наказание вот эта комиссия, которая была создана, дала свое заключение. Второе, значит, естественно, весь состав правительства под руководством Николая Танаева. В отношении соглашения 2009 года нужно тоже, чтобы понесли ответственность люди. Это подписало правительство Чудинова. От Кыргыз-Алтына подписал, насколько я помню, Джакипов. Эксперты уверены, что как только следствие войдет в активную фазу, давление начнется не только со стороны действующих чиновников, но и из-за рубежа. Надзорный орган должен быть готов, что доказывать свои обвинения придется не только перед местной Фемидой. Тем более, что многие из фигурантов являются подданными других стран. Надо готовиться к международным судам. Камека и Хоменюк, и все остальные же с ними, они ведь не сдадутся, они будут защищаться. Поэтому, естественно, необходимы какие-то очень мощные защитники нашей стороны. В любом случае, говорят эксперты, пути назад теперь нет. Замолчать это громкое расследование или переложить всю вину на тех, кто сейчас доступен для следствия, не получится. Поэтому устанавливать факты и доказывать вину влиятельных лиц Генпрокуратуре придется еще долго. Игорь Потанин, Алтынбек Каныбекулу, НТС. С сегодняшнего дня свои границы закрывает Узбекистан. Пропускать перестают не только легковые и грузовые транспортные средства, но и просто граждан, въезжающих из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана. Об этом сегодня проинформировала Госпогранслужба нашей республики. Отмечается, что границы закрываются на 10 дней с 15 по 25 июня 2016 года. Причины не уточняются. Исключение будет для жителей эксклава Барак-Карасуйского района Ошской области, которые будут пересекать кыргызско-узбекскую государственную границу в прежнем режиме. Суд по 7 апреля недавно закончился приговором в рамках второй инстанции, однако решение военного гарнизонного суда до сих пор не исполнено. Этим фактом озаботились в Джогорку-Кенеше. Депутаты потребовали выяснить, почему ряд осужденных, которые, согласно приговору, уже должны выйти на свободу, до сих пор находятся в ГКНБ. Речь идет об Алмазе Джулдышалиеве, Каныбеке Джороеве, Эльмурзе Сатыбалдиеве и Нурлане Турсункулове. В их отношении, напомним, были применены 2 амнистии, и с учетом тех
тех лет, которые они провели в СИЗО ГКНБ, эти фигуранты уже отсидели установленный судом срок заключения. На заседании парламента депутат Улугбек Ормонов предложил вызвать руководство Комитета нацбезопасности, чтобы те объяснили, в связи с чем указанных осужденных не выпускают. Однако, как отметил Төрага Чыныбай Турсунбеков, прежде нужно поручить профильному по этому делу комитету по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам запросить всю информацию и после вынести на палату. Выплачивать присужденную Международным судом сумму Валерию Белоконю по Монасбанку будут из республиканского бюджета. Об этом сообщил глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов. Напомним, еще в 2011 году главный финансовый регулятор на основании ряда уголовных дел ввел в этом банке консервацию. А в октябре 2014-го парижский арбитраж занял сторону бывшего владельца Монасбанка Валерия Белоконя и постановил возместить ему 16 миллионов 200 тысяч долларов. Одним из пунктов не в пользу Кыргызстана сыграли нарушения Нацбанка при введении режима консервации. По словам Абдыгулова, сумму возместят за счет продажи конфискованного имущества Монасбанка. Однако эти деньги полностью выплату не покроют. Еще 6 миллионов долларов придется заплатить из бюджета республики. Склонность к рисованию есть далеко не у каждого. Талант так и может остаться в зародыше, если вовремя не начать его развивать. Так вот, такие одаренные ребята из Джалабадской области, несмотря на опасность для жизни, продолжают посещать единственную на всю область школу по художественному рисованию, здание которого трещит по швам. МЧС давно признала его непригодным к использованию. Свое дело сделало и время, а ухудшило состояние строения череда недавних землетрясений. Трещины по стенам и потолкам – само по себе страшное зрелище. А когда начинается дождь, потолок походит на решето. Однако учителя и юные художники покидать школу не собираются. Единственная школа-интернат по художественному рисованию, где развивают одаренных в этом плане детей, находится в аварийном состоянии. На стенах и потолках трещины. Чтобы все это не рухнуло прямо на голову юным художникам, работники учреждения ставят подпорки. Но несмотря на опасности, на протяжении 5 лет процесс обучения не приостанавливали, говорят учителя. Крышу надо поменять, стены необходимо укрепить. Почти во всех частях учебного здания и женского общежития тоже. Старые деревянные окна надо заменить на пластиковые. Обратились в нужные инстанции, нам сказали, что пока денег нет. Если появятся, обещали выделить. Ждем. Протекает и крыша здания. Во время дождей во всех кабинетах расставляют все имеющиеся в наличии емкости. Ведра и тазики довольно быстро наполняются дождевой водой, капающей с потолка, сетуют ученики. Но так хотя бы не приходится шлепать по лужам. Когда начинается дождь, все, и учителя, и ученики, бежим подставлять тазики и ведра. Ведь со всех потолков повсюду сочится вода. Само состояние школы, конечно, ужасное. Страшно находиться в ней. Но мы ее все равно любим. У нас учителя очень хорошие, поэтому уходить и мысли не было. Хочется закончить. На территории Джалабадской области 26 школ в аварийном состоянии. 19 из них специалисты МЧС причислили к категории особо опасных, о чем выдали специальное предписание. Последние землетрясения ухудшили состояние и без того аварийных зданий. Почти 37 социальных объектов в аварийном состоянии. Это школы, садики, библиотеки, больницы и даже сельский роддом. Находиться в них опасно для людей. Кроме школ, в аналогичном состоянии находятся 8 детских садов и здание детской библиотеки. Руководители этих заведений откровенно признаются, что надеялись на капитальный ремонт помещений в честь Года истории и культуры. Однако в список объектов, подлежащих реконструкции в этом году, ни одно из них не попало. В местных бюджетах средств подавно нет. В планах, говорят местные чиновники, приступить к строительству нового здания для художественного интерната через пару лет. Остается надеяться, что нынешнее строение до тех пор дотянет и процесс обучения обойдется без жертв. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.
13 июня в городе Ош был выдан первый инвестиционный кредит по программе целевого финансирования малого и среднего бизнеса из средств, выделенных Российско-Кыргызским фондом развития. Новый вид кредита начал выдавать коммерческий банк «Кыргызстан». Кредит выдается в национальной валюте и в долларах США. Процентные ставки фиксированные и достаточно выгодные. 12% годовых в сомах, 5% годовых в долларах США. Минимальный размер суммы кредита – $30 000. Все бизнесмены, либо те, кто развивает проекты по каким-то структурным проектам, они могут обращаться к нам в банк, и мы рассмотрим в кратчайшие сроки, рассмотрим, насколько это возможно быстро, и предоставим кредит на очень даже на сегодняшний день выгодных условиях. Особенность данного кредита в том, что достаточно низкие процентные ставки и хороший льготный период. Значит, в основе концепции проекта лежит создание крупного агропромышленного предприятия, которое бы имело возможность выхода на рынки Российской Федерации и Казахстана. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.